Лишь бы сани Деда Мороза подняли нашу группу. Увидимся через 2 минуты сразу после этой рекламы. Сниматься в солнцезащитных очках, согласно телевизионной этике, неприлично. Но солнца в Улан-Удэ так много, что без очков брови выгорают. Улан-Удэ – рекордсмен России по количеству солнечных дней в году. И здесь на днях взошло еще одно солнце. Под крышей Государственного академического театра оперы и балета, вот под крышей с этими конями, состоялась премьера первого национального бурятского мюзикла «Бальжан Хатан». Сойдя с крыши театра, моя крыша чуть не съехала от архитектуры и убранства этого здания с богатой историей. Одним из самых красивых мест в этом ряду у нас занимает, конечно же, наш живописный плафон, который называется «Торжество социалистического строя». Его авторы – московские художники Рублев и Иорданский, которые были такими крепкими советскими художниками, были преподавателями Строгановского училища. И на работу над этим полотном у них ушло 3 года. Также ушло на живопись 55 тысяч куриных яиц. Эта техника называется яичная темпера. Тогда художественный руководитель нашего театра, народный артист СССР Гамбо Цыдынжапов вместе с артистами, музыкантами, сотрудниками театра ездили по всему Подмосковью, скупали эти яйца, свозили их на фабрику имени Бабаева. Там нанимали бригады женщин, которые отделяли вручную белок от желтка. И в огромных чинах собирали вот эти белки, там замачивали тканевую основу этой живописи. То есть там холст в основе. Затем через 3 месяца вынимали этот холст, расправляли, натягивали, сушили, и получался такой роговой слой. И вот по нему они начинали работать, а желтки смешивали с кислотами и красками. Там изображены конкретные люди, артисты, первые профессионалы искусства того времени. Конечно же, в центре сам Гамбо Цыдынжапов и его друг, это Константин Рокоссовский, с 2 звездами Героя Советского Союза. И стоят они на фоне знамени, где изображен профиль Ленина. Сталин там тоже был. Он закрашен, находится под слоем краски. Ольга Шагланова работает в театре 10 лет, и о нем она готова рассказывать часами, да так, что заслушаться можно. Вот он, хэштег в реальности «Я люблю свою работу». А во сколько обошлось государству строительство в театре Улан-Удэ? Лучшие мастера и материалы того времени были задействованы здесь на строительстве театра, и обошлось оно государству тогда в 5 миллионов рублей, тех рублей. Бродвей, Вест-Энд, Риппербан – главные мировые центры искусства мюзикла. Мельбурн, Вена, Торонто и Москва от лидеров отстают по количеству спектаклей, но не проигрывают империям ни ноты по качеству шоу. Первый мюзикл в Бурятии на бурятском языке, да еще и по мотивам национальной легенды – амбициозная история. Хотя министр культуры республики Саилма Адагаева говорит, что идея у нее родилась как-то по-домашнему спокойно, без надрыва. Предпосылки были созданы еще в 2019 году, когда Министерство культуры объявил конкурс на лучшую песню на бурятском языке. Я обратила внимание на песню «Бальжан Хатан» о бурятской княгине, которая жила там в XVI веке. Это была песня, написана молодой непрофессиональной композитором Жалсановой Сарантуя. И мы, послушав эту песню, попали под ее очарование, позвали молодежь нашу творческую. Пришел тогда Олег Юмов, режиссер, и он говорит: да, из этой песни можно сделать целый фильм, не то что ролик, там, клип, а целый фильм. Начался ковид, и у нас
отменился концерт на площади. У нас остались деньги, причем это были деньги федеральные. Мы согласовали с Министерством культуры России этот вопрос и решили на вот эти вот деньги, которые у нас остались, поставить что-то стоящее. На создание стоящего проекта ушло почти 2 года напряженной работы. Аранжировки, оркестровки, вокальные партии, декорации, свет и звук. Только костюмов для солистов, хора и балета было шито более 150. Музыкальным руководителем проекта стал худрук театра Владимир Рылов. В этой музыке есть что-то завораживающее. Это поразительно, когда вот люди верят в то, что они говорят, они интонируют, они артикулируют. Бурятский язык полон очень жестких согласных, и вместе с тем он может быть невероятно певучим. Бальжан Хатан – великая княжна, предводительница хори бурят, которая жила в эпоху, когда влияние маньчжурской династии Цин возрастало, подчиняя себе все монгольские племена. Встав на защиту своего народа, Бальжан Хатан по одной версии трагически погибла в бою, по другой была зверски убита врагами. У нас в бурятской культуре много вот женщин, вот Бальжан Хатан, героиня, да, есть Бжао Даган, героиня, есть вообще Алангуа, от которой все произошло. Алангуа – это, прародительница рода Чингисхана, допустим. Поэтому вот культ женщины, он такой высокий. И я думаю, что чувствуют вот современные вот эти вот девочки, да, которые встают, хлопают, аплодируют. Я думаю, что они должны почувствовать свое достоинство. История о красавице Бальжан Хатан оказалась настолько объединяющей, что после длительного перерыва в вокальной карьере на грандиозную сцену Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова вышла прима театра Галина Шойдакбаева, одна из последних звезд оперы, удостоенной звания народной артистки СССР. Я спокойно жила, и вдруг мне говорят, что ты тоже участвуешь. Где я? Так у меня сразу страх, удивление, и так далее, и тому подобное. Конечно, было большое сомнение, мюзикл, что происходит на свете. Вот. И пошла работа, каждый певец поверил, мне кажется, в себя. И стало интересно, увлекательно. Мы вообще стали так радостно ходить на репетиции. А вас главную приму Бурятии не смутило, что роль небольшая? Нет. Наоборот, я рада была, что меня привлекает. Внуки и дети видели спектакль? Да, внучка пришла. И что сказала? После спектакля, после премьеры, там сын все это любит, хороший у него слух, в музыкальной школе учился, и внучка музыкальную школу закончила. И вот что-то внучка молчит. Я говорю, Сарён, а ты что скажешь? Мне же очень любопытно, это же 15 лет ей девочке, да? Они говорят, вот тот-то персонаж так хорошо, другой, всех они похвалили, сын и внучка, и про меня молчат. И я долго не жду, я говорю, а про меня-то что скажете? Внучка сказала, ничего. Галина Батмажаповна говорит, что почти каждый талантливый бурят родом из деревни. Она и сама родилась в селе Сосново-Озерское. Вышла на берег Селенги, поднялась в горы и пой себе. Слышали солистку Шойдакбаеву и в Мариинском театре, в театре Ла Скала. Аплодировали ей и в Америке, и в Японии. Почему в вашей республике так много было вокалистов, 8 народных артистов СССР? Я думаю, что в этом виновата природа. Да, природа, погода, Питание. Питание, да. И я думаю, что когда красивая природа, также рождает природа красивых, талантливых людей. Наша культура,
которые мы с детства слышим, народные, творчество. Мы же все в художественной самодеятельности участвовали и слушали наших старших товарищей. А что вы сказали главной исполнительнице после этого проекта? Ну, хорошо, отлично. Потому что эту девочку я знаю, очень трудолюбивая, очень симпатичный, свежий, красивый голос. И стройненькая. В день спектакля, наверное, самое важное – это выспаться, не позволять себе, наверное, громко хохотать, смеяться, много разговаривать. Через 10 минут из зрительского фойе Дина Санданова убежит в зазеркалье сцены. Она еще не знает, что в конце спектакля зал встанет, приветствуя ее бурными овациями. Будут среди зрителей и особые гости – мама, папа и односельчане. Детство мое прошло в селе Кижинга Кижингинского района. Я там родилась, выросла, училась в музыкальной школе. Играла на инструменте бурятском народном чанзе. Такой маленький, аккуратненький. А после того, как я окончила этот инструмент, начала заниматься вокалом. Ну и поняла, что это мне ближе. Дине Сандановой нет еще и 30. С Дмитрием Дылыковым они ровесники. Дина училась в Улан-Удэ на вокальном факультете Восточно-Сибирской академии искусств и отлично знает родной язык. А вот Дмитрий – городской житель, получивший столичное образование в Театральной академии Санкт-Петербурга. Бальжан Хатан – его первый проект в качестве генерального директора театра. У меня первая мысль в голове была, почему я плохо знаю бурятский язык? А вторая мысль в голове, что я горд за свой бурятский народ. Пробуждение бурятского народа, да, то есть дать возможность показать, что мы на самом деле другие, и мы сильнее, мы можем многое. Потому что где-то, наверное, когда ты в обычной жизни ходишь, ну да, я бурят, ну да, дома там говоришь. А здесь ты приходишь, какое-то осмысление приходит. Я расскажу такую интересную историю. Одна моя знакомая женщина, она сказала, я свою дочь назвала Бальжан. И она всегда... все время мне говорила, почему ты меня так назвала, почему ты мне дала такое имя. Но после спектакля «Бальжан Хатан» она начала гордиться своим именем. То есть она поняла, в честь кого она так названа. В новогоднюю ночь квартирник Евгения Маргулиса превратится в гаражник. Полезем в гаражи сразу после этой рекламы.